Здравствуйте. Следующие 10 минут предлагаю поговорить о нас с вами. В общем-то, не секрет, что большинство из нас считает сами себя нормальными, а где-то даже и хорошими, в отличие от окружающих. В общем-то, резонно предположить, что те, окружающие, в свою очередь, примерно так же оценивают себя сами, и нас с вами. Так вот, кто же на самом деле прав? Мы в своей оценке самих себя, либо окружающие? Если вас интересует этот вопрос, я предлагаю послушать вас мнение психотерапевта Вячеслава Боискорова. Надо сказать, что ответа во время нашей беседы с ним я не услышал, а своеобразную формулу самооценки, пожалуй, что да. Правда, она не такая простая, как А плюс Б, например, не так очевидно ее слагаемые, но если прислушаться внимательно к нашему разговору, то услышать эту формулу, как мне кажется, все-таки можно. Напрягаться нужно будет недолго, 7,5 минут. По-моему, у Фрейда такая фраза была, что кроманьонец был более гармоничен в жизни, чем современный человек, потому что жил сообразно законам жизни. А потом, когда появились условности цивилизации, когда требования «веди себя так, не веди себя так», то, собственно говоря, когда появились заповеди, конечно, не тогда, мы будем приветствовать только заповеди, они все-таки как-то нормализуют жизнь человечества, но это и усложняет. Это. Если кроманьонцу, скажем так, нет такой заповеди «не убий». Увидел врага, он мне вредит, так убить надо, все. И все проблемы решены. И мысли не будет. И мысли не будет, и самое главное, и страдать ты не будешь. Убей и не мучайся, и все. И тем более не укради. Да возьми ты, хочешь это, возьми, отними. Даже если нужно, убей и отними. А возжелать, так это вообще уведи у него всех самок, которые у него есть. И так что в этом плане он совершенно гармонично жил. И неврозов-то не знал. Но дело в том, что цивилизация подразумевает усложнение жизни. Сколько условностей появляется. Поэтому они усложняют жизнь. Поэтому людей, которые, скажем так, входят в более развитую цивилизацию, они попадают в стрессовую ситуацию. Столько условно. Вот не сделай этого, не туда не посмотри, здесь не возьми, сюда не приди, здесь, скажем так, не положено стоять и не стой. В общем-то. Как так жить? У себя он привык жить по-другому, он больше себе разрешал. То есть тогда получается это проявление естественного такого поведения, а не то, что назло кому-то. В том-то и дело. Эта проблема идет, собственно говоря, от взаимоотношений германских племен с римскими колонизаторами, собственно говоря. Цивилизация и варвары. Эта проблема всегда была. Поскольку, скажем так, парадоксально, между прочим, что на нынешнем уровне, так сказать, по сути дела, ничего не изменилось. Как в то время, может быть, так сказать, немножко масштаб изменился, а суть противоречия осталась. Я не знаю. Вы знаете, была такая проблема интересная. Когда Эйнштейн обратился к Фрейду, когда перед Второй мировой войной, собственно говоря, они уже были мировыми величинами в то время, он обратился с просьбой подписать письмо против милитаризации Германии, против преследования евреев, попросил подписать письмо. Собственно, Зигмунд Фрейд, он сам еврей, почему-то не подписал. А что он ответил ему? Ответил ему, что за последние 40 тысяч лет человечество нисколько не изменилось. И движут им те же самые инстинкты. Так что подписывать письмо смысла нет. И он не подписался. И хотя он и подвергся преследованию со стороны фашистов, и в лагере даже какое-то время сидел, тем не менее он понимал, что людьми движут те же самые темные инстинктивные силы. И, собственно говоря, и учение его о том, что вся цивилизованность человека, вся его воспитанность – это тонкий налет на огромной силе инстинктивных движений души. Конечно, государство должно давать возможность, чтобы инстинкты где-то выходили как-то. И дают. Публичные дома, игорные заведения, что-нибудь еще, экстремальные виды спорта. Реализуйте свои инстинкты. А что делать? Вообще их и вычеркнуть невозможно. Инстинктивная сфера, она обладает огромной энергией, как у Гребенщикова. Известно, что душа обладает силой ядерной бомбы. Да, там огромная сила в душе есть.
Поэтому часть этой энергии, конечно, нужно сублимировать. То есть передвинуть на другую деятельность. И сублимация, она дает такие высоты духовных достижений. Это и творческие акты, это и созидательные акты какие-то. Поэтому с точки зрения фрейдиста вся продуктивная деятельность человека, да, это сублимация. Результат. Да, результат сублимации. А иначе, скажем так, жили бы сообразно естественным потребностям и ничего больше. Ибо кроме минимальных потребностей ничего не нужно. Нет, что-то нужно выше. Так вот, на этой надстройке появились высшие эмоции, такие как чувство долга, чувство ответственности, чувство сострадания. Вот это уже, скажем так, эмоциональные переживания, которые стоят выше инстинктивных потребностей. Но они откуда-то берутся. Ведь, Откуда? а вот непонятно. Вот это действительно, оно есть. Вот как бы там ни было, как бы общество не проповедовало бы, да, утилитаризм, там, рационализм, что к чему там сострадание? Нужно рационально подходить к ситуации. Выживешь, так выживи, вот делай это, и все, и ты будешь сыт нормально. А вот сострадание, сожаление, просто нету места, допустим, в таком рациональном вроде обществе. как оно врожденное, нет? А оно как-то врожденно Или со стороны, проявляется. по крайней мере, такая. Нет, оно врожденное. Оно врожденное. Сострадание, то есть способность сопереживать, почувствовать чужую боль, горе, прочее, ощутить как свое. Это врожденное качество. Это достаточно редкое, но оно есть всегда. В любом обществе это было. Потому что... А ну что, на уровне генетики или откуда? Где оно прячется-то? Как я знал, наверное, Нобелевским лауреатом бы стал, наверное. Так что, но это действительно врожденное качество, способность к состраданию. Потому что, ну, мы заговорили о воспитать его можно? научить можно. Научить, что в определенных ситуациях нужно. Что в такой-то ситуации да. нужно И действовать так-то. я бы вам сказал, что этим тысячелетия занимается, ну, по крайней мере, христианская церковь. Да. Православие. Она воспитывает сострадание, что Иисус отдал свою жизнь за нас. Это же величайшее сострадание Бога, сострадание к своим чадам, творениям своим. Ну и, скажем так, вы не станете таким, как Иисус, вы не станете Богом. Но стремиться к этому надо, приближаться, да. И, естественно, сострадание как одно из качеств приближения к Господу. Это воспитуемое, по всей вероятности, качество. Если государство разделяет эти взгляды, скажем так, самопожертвование, самоотверженность, сострадание, то да, государство, оно как бы благословляет на расширение, и, скажем так, большая часть населения следует этим заповедям, в общем-то. А как только государство отворачивается от этого и начинает проповедовать другие ценности, часть населения, которая следует этим заповедям, она сужается, но не исчезает полностью. Оно остается. Свидетелями этого. Мы были свидетелями этого. Да, именно так оно и происходило, собственно говоря. Но самая главная мысль тогда была, так все погибло, все рухнуло. Нет, не все не погибло, что-то осталось. Потому что, скажем так, Господи, ну... Остается мысль, ну, хотя бы 7 праведников в этом городе остались, значит, он будет жить. А нет, так как Содом и Гоморра, все, сотрут начисто. Ну, все-таки они остаются. Немножко их мало всегда было. Иногда чуть больше, иногда чуть меньше, но они оставались. Наверное, вы согласитесь, что сейчас не время таких вот людей. Их явно меньшинство, к тому же государство их явно не поддерживает. У него сейчас другие приоритеты, другие ценности, отнюдь не гуманистические. Государство у нас сейчас борется с коррупцией, борется с олигархами, борется с террористами и так далее, и так далее. Поэтому в моде, в цене сейчас именно силовые методы жизни. Причем не только, скажем, со стороны силовых структур, что, в общем-то, было бы естественно, но и со стороны, ну, предположим, вот руководителей всех рангов, которые придают забвению все писанные и неписанные законы, если они противоречат, входят в противоречие с их интересами и целями. Причем люди, я имею в виду население, большинство, по крайней мере, действуют примерно точно таким же вот образом. И вот явно такой мрачный достаточно фон для роста, для взращивания, воспитания вот этих самых духовных ценностей, о которых чуть выше шла речь.
Мрачные картины нарисовал я, но между тем есть ведь одно светлое пятно во всей этой истории. Вы, наверное, помните такую поговорку, что закон что дышло, куда повернешь, туда и вышло. Сказано не сегодня, явно не одну сотню лет, наверное, даже тому назад. То есть и тогда проблема эта была актуальна. Но выжили и живем. И слава Богу. На сегодня все. До свидания.